И вот как прокомментировали соглашение по определению границы между Ингушетией и Чечней известные государственные и общественные деятели. Я, как вам известно, вместе с другими людьми моего возраста, ингушской национальности и чеченской национальности, был у истоков создания Республики Ингушетии. С того времени мы не могли определиться с этими границами не потому, что мы не хотели это сделать, а потому, что тогда, бывший руководитель Ичкерии Дудаев сказал, что мы хотим быть независимым государством. В связи с этим, Ингушетия, как вы помните, наверное, проголосовала за то, что она остается в составе Российской Федерации. В связи с этим вопрос этот задержался в решении, потому что межгосударственную границу проводить или не проводить, это был уже не наш уровень. Неоднократно это докладывалось руководству нашей страны, России в то время. Как вы помните, был Борис Николаевич. Я уже в то время работал в Москве. Это было время, когда я знал очень многих людей в руководстве. И на этом фоне это все стояло не шапка, не валка. Менялись руководители, подписывались бумаги Аушевым, Кадыровым-старшим, потом Зязиков что-то подписывал с Кадыровым, по-моему, старшим. Но это не было законное соглашение и договор, который бы утверждался региональным парламентом. И это не было окончательным решением, это не было ни делимитация, ни демаркация границы. Все это было очень аморфное состояние. Не были довольны ингуши, не были довольны чеченцы. Да, мы люди одной судьбы, одной веры, одной биографии. Мы видели плохое. Говорят, что власть может быть разная, а родина может быть одна. Понимаете? Поэтому на этом фоне все-таки выше на эти договоренности. Я эти места знаю лучше своей квартиры. Угу. Понимаете? Да. А потом, в Надуче нам однозначно нужно определяться с границей. Однозначно. И не надо там устраивать как это называется, бурю в стакане. У нас есть руководство страны, без ведома которого подобный шаг никто бы не сделал. Ингуши, как нация, состоялись. Они хотят иметь свой дом со своей границей, оставаясь самыми близкими братьями, со своими соседями, чеченцами, с которыми у них одна судьба. Выховод Халилей, ссылка Халилей, Поэтому на этом фоне я считаю, что не нужно усложнять и без того непростую ситуацию, а надо, конечно, подтвердить это решение на уровне регионального парламента, а потом это решение, конечно, будет вынесено в Совет Федерации в соответствии с Конституцией. Я вам скажу, что исторически, да, по крайней мере, последние 200-300 лет, граница была по реке Фортанге. В свое время возглавлял Государственную комиссию с российской стороны по определению границы с Китайской Народной Республикой. Там мы границу выравнивали по территории 1841 километр. И занимался я этим месяца 4. Провел там на Дальнем Востоке, в Китае, у нас. Поэтому я хорошо знаю, как это просто, как это непросто. Мой совет, ни в коем случае не надо там
лезть в те решения, которые приняты на уровне руководства двух республик, которые поддержаны руководством Северокавказского федерального округа в лице Матовникова, которые потом будут переданы в Совет Федерации. Это все делается не без ведома руководства страны. Ну, Флевдовой. Куда мы лезем-то? Мое мнение, наверное, по этому вопросу давно, много лет назад было сказано. Я от этого мнения пострадавший. Вот. Сколько я был в политике, столько я воевал за то, чтобы границы новообразованной республики Ингушетии были определены. Согласно нашей действующей Российской Конституции, значит, каждый субъект федерации, входящий в ее, будь то республика, округ, область, должны иметь четко очерченные административно-территориальные границы. Вот. В пределах этих территорий каждый субъект осуществляет свою юрисдикцию. То есть на этой территории образовывается власть, на этой территории образовывается экономика, инфраструктура. На этих территориях происходят выборы самые разные. Вот. А когда та или другая территория не записана в Конституции, не указаны ее параметры, то любые мероприятия, проводимые на этой территории, они нелегитимны. Даже простые присяжные заседатели, которые избирают из населенных пунктов того или другого субъекта, они нелегитимны, которые в суде сидят, потому что эта территория не указана в Конституции или в уставе субъекта федерации. Не говоря уже о выборах депутатов, главы республики, главы района. Мы же проводим на протяжении 25 лет выборы в Государственную Думу, выборы региональные наши, выборы главы мы проводим, местных там депутатов проводим, да? Вот. А если подходить с юридической правовой точки зрения, то все они недействительны. Потому что ни один административно-территориальный район, город не указаны в нашей Конституции Ингушской Республики. Так? Вместо этого там значится такая дурная запись, смехотворная, что территория Республики Ингушетия состоит из городов и районов. Это то самое, что я говорил на съезде. То есть это наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз. Вот примерно так это звучало, о чем я говорил на съезде, за что я, собственно, пострадал. Поэтому любые шаги, направленные на определение границы Ингушской Республики, как с одной стороны, так и с другой стороны, я приветствую. Я считаю, что это больное место. Ее надо было решать. Ее надо было решать не сейчас, ее надо было решать в 92-м году. Так? И я должен вам прямо сказать, что не столько виноваты в этом под нынешнее руководство, столько тех, которые до этого довели. Я был у истоков этих вопросов и знаю, как стоял вопрос. Если просто существующую границу решили поменять, частично уступить, частично забрать, где-то выровнять, это одно дело. Так? Это не касается границ, я имею в виду, это не определение границ, это изменение границ в какой-то мере, уже существующих границ. Но коль скоро она у нас официально не существовала, вот, то сначала надо определить эту границу. Я приветствую определение границ, но я приветствую определение границ по справедливости, по закону, по историческим реалиям. Данная граница, если имеется в виду речь между Чечней и Ингушетией или любыми двумя субъектами,
назревает с того момента, как появляются эти субъекты на картах. Эти субъекты должны иметь свою границу, знамя, герб и руководство. Без четких границ это не субъект. Давным-давно нужно было решить этот вопрос с момента образования. Это нужно сегодня. Хорошо, что у нас есть ученые, картографы, историки, которые знают всю историю. Когда у нас было много негативных моментов в нашем народе, я имею в виду Чечен-Ингушетии, когда нас выселяли, переселяли, объединяли, разъединяли. И там наслоение. Было большое-большое наслоение. Дележ этих границ шел не за 10 лет, за 20 лет, за 30 лет, раз 5-6. Но тем не менее сегодня два руководителя нашли себе мужество, нашли себе волю для того, волю силы найти и решить этот вопрос. Вопрос решен. Ученые сели, определили границы, очертили границы. И сегодня, благодаря тому, что принято вот это решение, каждый субъект может жить спокойно, развиваться и заниматься своими экономическими и политическими вопросами. А что касается, что это дает спокойствие, стабильность республики, стабильность в народе, исключает разного рода домыслы, исключает интересы третьей силы, которые готовы нас толкнуть, и на этом делать свой авторитет, показать нам, чеченцам, ингушей, что мы не способны договариваться, решать свои братские вопросы, что мы являемся людьми несговорчивыми. И вот, показывая на нас, делать нам негативный авторитет. Мы сегодня доказали всему миру, что мы умеем договариваться, что мы действительно братья, и что нам делить нечего. Но мы четко определяем, что есть что, где есть граница. Никогда ни один ингуш не будет претендовать на землю чеченцев, и также, мне кажется, не будет чеченцев претендовать на нашу землю. Исходя из того, что из нашего менталитета, мне кажется, и я думаю, больше чем уверен, что все сделано справедливо. Нам не надо краснеть ни за себя, ни за чеченцев. Все сделано так, как должно быть. На самом деле. Эта установка границ, очерченные границы на сегодняшний день снимает проблему в будущем с наших детей, с наших потомков. Это нужно было сделать давным-давно, с момента образования республики. И не было всех этих кривотолков, не было ненужных разговоров. Assalamu alaikum yaxkoy. Atu саншиндина в республике Латвиш дол чамак амалди безм болуш, соsie вади хан оз желание извит дяди хан арска амалди хавинер. Az yahar dej boljuwa sagi su gladugj malo chargi qamal dadatlas. Shin ve shin yqi kart usish khalchi فنحكي دوازو قوسي حجي ودنيا الموضوع بين موضوع اشتقى مالجي حال أشتوي لحتي حال نقشي لحتي غلا لحتي حجدي هنوي وعشي يقي ديق مديقت ve busul bejride ve olaj ustazı stigçir haben nochke harboluş ve o sadilbilmiş çamehtigi zikri lamze çanılahtış mehk dahı da haj mehk çarvanlar ve davoluş ve mal veynir çar da biyqiş hanzır dandı hanz ve niqi u biriş yiqi yuqmuyul ve mehk di hana ahlasuna jama'a da yalçı bahiş oluş bu diyadi murdiş bahiş oluş bu dalq ile çanül çar bamit kili haji murdiş ki ya hamda çaqsay ilsayr haji murdiş hatta duqan bi u mehk mas bal haji murdiş da toğu ya hamda bal hoştu da parlamentiye da qıça da maslahat Ахвей фуде дези алчы 92 году чох дядвей 94 году нохчи чох бя 92 году уж чох бичхана ди хана дал хастам бу вежили нохчи вентаци эхтая ха нахдвей цан керст қудыр қирш тахана Российская Федерация чудуажда жб вейде вей решает держаться политика решается мышт дос Рамзанва истолт теж Юнус Беква истолт теж гики урлахтер малу полпредво. Значит, это Российская Федерация дезеш Российская Федерация доғашты пар хадиждес. Внях да дошу дуал нефть дуал лох, с дошу дуал қылы жалғайбы нохчибы. Российская Федерация. Нефть тағын ве хадуақ қыздар мүшт өдіжді, Россия даду өдіжді. Ве Российская Федерация че доғаш дағашды, ве законы Российской Федерации соблюдады дес. Ве автономия, ве декидах, ve hazmar şkolu jüleniyat hayy hazmar detsadı jüleniyat hazmar paratı dendatsı deyal düşe pehmar düşe ustaz düşe ya daxoz jwasak parlamentiye слушание шхалес ханчултеха ve sabır dediğiz ve fıdi bu kodve sabır müştedi valla parlamentiye haçivin вопрос хан yuhatı jadi dağça uja olurta patriot bu ççvega ladu ikhabe alışda tok hakkı hamdijdat ay tabi biz bol habib bu mahka uşer bi sahamda datso
Асфоды да сена хоуц ауаш, сага кнопка штеиш. Они-то за них проголосуют тёх сразу. Да хамда ялш дي هنو قدمدي أس حنقل سواد أس محك عدد سو محك واحد سو سي ودتي غير حبينا والله هايستيش حبينا تخلي هنا تخيش سمسل يزج محتاج ده الحق القلا سيك دافيني خو حفيني خو داق واستير فتخو ملت خو أحسد عليه هنا ديخر درس شو ديال دشي بيمر دشي بين دوتش تدوتش زعمك سلوشة نيش خلص парламентский слушай неш халоц, общественная студия слушай неш халоц. Аж сабр дай сатухи мастер ходы шан, патриот малу ходы, патриот уацер малу ходы, закон мышт принять дят ходы, закон дуацер мышт ходы, так сюда ли хана сатух дезве, замик сатухи да ходы, ши мехти да вот это.